Ребята, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами радостной новостью. У меня появилась новая лодка. Наконец-то она пришла. Значит, чтобы вкратце ввести в курс дела, я недавно приобрел мотор Yamaha тройку. Вот, и мои лодки, которые у меня уже имеются в наличии, под мотор, под этот не подходят. Поэтому было принято решение приобрести новую лодку. Бегло просмотрел интернет, промониторил, и мой выбор пал на лодку Инзер. Вот, не знаю, правильный выбор, неправильный, посмотрим уже в моменте эксплуатации. Давайте с вами откроем, посмотрим, что у нас с лодкой в комплектации. Значит, насос, соответственно, 2 весла, банки 2 штуки, и сама лодка. Еще не доставал, все в упаковке. Давайте по чехлу от лодки. Чехол выполнен из материала такого вот, так скажем, не совсем стандартного, наверное, как у всех лодок. Обычно такие черные какие-то плотные чехлы делают. Вот здесь вот из такого материала. Посмотрим, как он себя покажет в процессе эксплуатации. Будет протираться или не будет. Документация, заплатка. Клей они не кладут, ввиду того, что при транспортировке может раздавиться, вскрыться и как-то повредить изделие. Давайте уберем пока вот сюда. Значит, предыдущие все лодки у меня паёльные. В этот раз решил попробовать с лодкой НД. Опыта пользования такими лодками я не имею, поэтому вот будем пробовать. Что меня вот еще соблазнила именно компания, которая выпускает вот эти лодки Инзер, то, что у них богатый выбор расцветки лодок. И дополнительно можно как-то еще там плюшками обляпывать лодки. Я решил выбрать лодку в камуфлированном цвете под камыш. Опа! Вот такая вот лодка. Давайте мы с вами ее накачаем по-быстрому и уже посмотрим, что к чему. Значит, по старой схеме качать буду вот таким вот электрическим насосом, а потом докачаем штатным. Вот, в принципе, дело очень удобное. Здесь, смотрите, вот защитные чехольчики, вот такие вот на клапанах, да, сделаны. Не знаю, понадобится, не понадобится.
При помощи данного насоса очень быстро создать объем. На это уходит очень много времени. Поэтому как бы не вижу проблем никаких потом докачать просто ножным насосом. Вот лодка накачана. Опа. Рассмотрим лодочку поближе, ребята. Сделана в России, город Уфа. Лодка Инзер. Значит, также из дополнительных опций я заказал вот такую вот линеечку. Приклеили на борт. Можно будет замерять трофейчики. Не знаю, конечно, кому интересна длина рыбки. Обычно всех интересует вес. Но эта вещь недорогая, 300 рублей, как бы почему бы и нет. Да? Значит, вот такие закрывашечки на клапанах накачанных, где накачивать. Значит, вот это вот клапан сброса здесь установлен. Соответственно, в лодке 3 баллона плюс днище. Также имеется клапан для того, чтобы слить воду. Транец проклеен резинкой. Вот здесь вот. Сейчас вот, ну как бы вот бегло смотрю по швам, вроде вопросов нету. Ручки сзади для переноса лодки уключены, выглядят довольно-таки надежно. Перевернем лодочку. Вот так вот. Здесь защита. Лодка имеет килеватость. Это очень хорошо. Значит, из дополнительных опций можно обклеивать, усилять днище в разных там вот, как вы хотите. Просто забьете в интернете лодки Инзер, зайдете на официальный сайт, там все прям просто. Можно по сайту перемещаться, закидывать в корзину те или иные вещи. Я пока очень доволен, я вам скажу. Естественно, посмотрим, как это будет все на воде. И цвета разные, ребята. Разные цвета. Камуфляжей несколько видов. И плюс комбинации разных цветов там просто колоссально. Вот. Дефектов никаких не вижу. Сейчас положим еще коврик в лодку, посмотрим, как выглядит с ковриком. Без особых усилий удалось уложить коврик. Все как бы вот как я люблю, чтобы грязь вот в лодке лишнюю не затаскивать, соответственно, лишний раз не наводить в лодке порядок. Обалденно. Вот такая вот лодка, ребята. Сначала не стал заказывать обклейку банок в цвет лодки, но цена вопроса 600 рублей. Связался с ребятами, говорю, давайте, делайте все в цвет, чтобы по феншую было, короче. Ну, я очень доволен. Ну что, дорогие друзья, на этом, наверное, распаковка нашей лодки подошла к концу. В процессе эксплуатации буду также оставлять какие-то отзывы и комментарии. Но что-то мне подсказывает, что все будет хорошо. Вот. Покупкой очень доволен. Я думаю, что нужно спускать лодку на воду и попробовать на ней порыбачить. Но это совершенно другая история. Поэтому пока-пока. До новых встреч. Увидимся на воде.